Недавно на YouTube-канале Вейкаст гостем очередного выпуска стала ингушский историк, кандидат исторических наук Танзила Чубиева. В данной беседе гостья обсуждала с ведущим различные сведения и результаты исследований из ингушской хроники, были рассмотрены те или иные вопросы, касающиеся как Ингушетии, так и соседних с ней регионов. Также, в обстоятельной манере госпожа Чубиева без какого-либо очернения приводит сравнения и различия между двумя войнахскими и этносами, ингушами и чеченцами. Несмотря на то, что в ее тезисах ни на йоту не прослеживается даже намека на какие-либо оскорбления, а лишь приведены конструктивные доводы на эту тему, определенные провокационные интернет-ресурсы путем клеветы навешивают на нее ярлык «ярой чеченофобки», что, конечно же, исходя из анализа ее изречений, это клеймо нисколько не соответствует действительности. Чтобы разобраться, действительно ли доводы Танзилы базируются на основании доказательств в виде архивных материалов, далее будут приведены фрагменты исторических источников, которые могут прямо или косвенно подтвердить подлинность доводов Чубиевой. Поэтому, да, ингуши сами в своем этногенезе совершенно автохтонны. Но ингуши оказывали влияние сами по себе на этногенез рядом с соседствующими этносами, да, народами. Первое утверждение. Действительно ли ингуши принимали участие в этногенезе чеченцев? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала воспользуемся историческим документом под названием «25 лет на Кавказе». Часть 2, автором которой является военный историк Кавказа Арнольд Зиссерман. Книга издана в Санкт-Петербурге в 1879 году. Приведем фрагмент данного труда, в котором говорится о предании касаемо формирования чеченского этноса, и что в этногенезе также отмечены и представители ингушского народа. Все сведения о происхождении и времени поселения чеченцев в этой стране ограничиваются несколькими из устными преданиями. Одни говорят, лет 200 тому назад князь Турло, владетель селения Михельда в дагестанском обществе Гумбет, отправился на охоту, дошел до Ханкала, вблизи берега Аргуна на плоскости, и построил себе здесь временный балаган из шкур. Кочевавшие в окрестностях калмыки окружили его и хотели взять, но он со своими людьми не только отразил, но даже прогнал их далеко и решился поселиться на этом месте. К нему присоединились несколько семейств из аргунских обществ Шубут и Нашахай, значительные фамилии Чермо из Дагестана и Акпшатай из Галгая, на Асе. Каждой фамилии назначали особый участок земли, на протяжении во все стороны, куда стрела долетит, и так исподволь образовалось чеченское население, распространившееся по всей лесистой долине. Далее приводятся цитаты об ассимиляции ингушей с обществом чечен, которое сформировалось после переселения горных ингушей на Восточную равнину. Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по высочайшему повелению при первом отделении Департамента Генерального штаба. Том 16, часть 1. Ставропольская губерния, 1851 год. К племени ингушей, занимающих плоскости котловины Кавказских гор, с правой стороны Терека до верхних частей Аргуна и до течения Фортанги, принадлежат назрановцы с камбулейским обществом, джейраховцы, карабулаки, соринцы, ближние кистинцы с небольшим обществом мелхинцев, вновь покорившимся, галгай, галашвцы и дальние кисты. Известие Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Том 13. 1900 год. Совершенно точную границу ингушских поселений определить трудно, потому что кроме принадлежащих к так называемым дальним кистинам, уже совершенно слившимся с чеченцами ингушей, живущих по ущельям реки Аргуна, кистины, в числе 392 дворов и 2150 человек, живут в обществах Саханойском, Майском, Джакольском и других Тианецкого уезда Тифлисской губернии, а также в различных местах Сунжинского отдела и Владикавказского округа Терской области. По словам Григория Вертипова, основанным на собранных Дубровым преданиях, чеченцы пришли откуда-то на берега реки Аргуна и Сунжи всего 2-3 века назад, и вместе с ними же пришли и родоначальники части восточных ингушей. Эта ассимиляция продолжалась вплоть до 20 века. Об этом писала Екатерина Кушева в труде «Народы Северного Кавказа и их связи с Россией». Вторая половина XVI века до 30-х годах XVIII века. Она пишет, что акинцы на тот момент являлись уже крайним восточным обществом ингушского народа. И это общество, как и другие ингуши, живущие еще восточнее, очеченилось в 20 веке. И также она добавляет, что название кистины употребляется как общее для ингушских племен название. Муслим Мурдалов,
Автор данного труда ссылается на европейских писателей, которые изучали кавказских народов. Среди них Бруно Плейчике, который, по словам чеченского исследователя Кати Чакаева, отмечал заметное отличие горных чеченцев, живущих к западу от Шаро-Аргуна, в антропологическом отношении от остальных чеченцев. Они же отличаются также в языковом отношении. Наличие фрикативного звука «ф» в отличие от остальных диалектов, что сближает их в то же время с ингушами. Сам Муслим приводит следующие слова немецкого автора. Диалекты нашха и галгайцев ближе к нынешнему району Аргуна, чем к ичкеринцам и к жителям Чечни. Сборник сведений Терской области, выпуск 1, Владикавказ, 1878 год. Первоначальные переселенцы Ичкерии принадлежали к различным национальностям, на что указывают многие из сохранившихся преданий. Ичкерийский язык, хотя относительно и древний, но возник путем указанных мною обстоятельств по всем вероятиям еще в Нашхе, где люди, обеспечивая свое независимое положение, группировались и до занятия новых мест, жили мирно, будучи даже различными по вероисповеданию, образу мыслей и наречию. Но придерживаясь строгого научного исследования, можно заметить, что нашхойский язык совершенно сходен только с языком галгаевцев. В этом же труде мы читаем о том, как плоскостные чеченцы отделились от горных жителей, Лома-Рои, и стали себя именовать своим прозвищем Нахчои. Также отмечено, что по чеченским преданиям, самые древние фамилии или общества считались Галгаи, Акко и Шато. Основатели Шатоя считается фамилия Хаккои. Как известно, Хаккои относится к ингушскому роду Гягии, и, согласно легенде, переселение произошло вследствие кровной мести. О родоначальнике Хакко сообщают в Терском сборнике в 1910 году. Крепость Шатой, как сказано, построена была во время войны в середине 50-х годов прошлого столетия на земле селения Цогуной. Бывшее близ самой крепости их селение Хаткой, по приказанию русских властей удалилось на правую сторону реки Чанты-Аргун. Затем для крепостного выгона, стрельбища, учения и огородов правительство взяло землю по реку Чанты-Аргун с запада и по реку Верде-Ахки с юга. Вся эта земля с незапамятных времен принадлежала чеченцам селения Цогуной, именующимися хаккоевцами по имени своего родоначальника Хакко, происходящего из Ингуш, селения Алкун, Назрановского округа, поселившегося на месте Шатоя 10-12 поколений назад. В 1882 году преподаватель Владикавказского реального училища Василий Иванович Долбежев вместе с заслуженным профессором Императорского Московского университета Дмитрий Николаевич Анучин посетил Аргунское ущелье. В Аргунском ущелье, со слов местного старшины, им была сделана запись об основании ингушами или галгаями башенного поселения Итумка-Али, приводимая в журнале «Этнологии», издана в Берлине в 1887 году. В том же маленьком ауле Мулхой находится старинная четырехугольная башня с пристройками, очень разрушенная, но заселенная. Вокруг нее возведены в последнее время легкие постройки в азиатском стиле с плоскими крышами, в которых живут семья и родственники старшины. О своем происхождении он сообщил мне, что он происходит от галгаев, восточнее Асы, и что некоторые из жителей произошли из Арабистана. Дань они никогда не платили и не взимали. О Мятхане они слышали. Отец старшины Махаш был убит еще до рождения теперешнего старшины. Деда звали Ирбахи, который считается строителем башни, прадеда – Элхи, потомка Утки II и Утки I. Но родоначальником, который поселился здесь, был отец Утки I, и его звали Итун. По его имени названы руины у выхода этого ущелья в горную долину Аргуна. Поэтому почему мы там видим у каких-то соседей типичные для башен, для ингушской, для галгайской культуры башенные постройки? Потому что это те самые ингуши, которые в результате кровной мести и прочих событий, каких-то проступках, были вынуждены перемещаться туда. Но по привычке своей они хотели жить так же, как в башенных комплексах. И действительно, многие исследователи указывали тот факт, что Горная Ингушетия является эпицентром возникновения башенной культуры, и что след ингушской архитектуры обнаруживается и у народов, соседствующих с ингушами. Это заключение утверждается в следующих архивных материалах. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии. 1977 год. Ингушетия расположена в географическом центре ареала распространения гробниц с пирамидальным покрытием, таким же, как на этих башнях. В Чечне башни этого типа распространены в части территорий, прилегающей к Ингушетии.
Имеются свидетельства о работе ингушских мастеров-строителей в Осетии, Северной Грузии и Чечне, но нет данных о том, чтобы в Ингушетии строили приглашенные извне мастера. В интерьере второго этажа вайнахских башен имеется специфическая деталь гурты на своде, которые не имеют практического назначения и представляют собой рудиментарную форму. В некоторых чеченских башнях гурты отсутствуют. Учитывая эти факты, можно предположить, что форма боевой башни вайнахского типа возникла в Ингушетии. Архитектурные памятники Средневековья и исторические места, связанные с гражданской войной в Чечено-Ингушетии, наибольшая частота башенных построек наблюдается в верховьях реки Асы, в особенности в местности Галгайча. Ни в Горной Чечне, ни в Осетии, ни в Хевсуретии нигде не наблюдается такого скопления башенных сооружений, замков и жилых башен, как в этом районе Ингушетии. Имеется основание считать, что Горная Ингушетия была родиной башенной культуры. Отсюда культура эта, по-видимому, проникла и в Хевсуретию, и в Осетию, и, возможно, в Чечню. Книга под названием «Средневековая Ингушетия», автор которой является доктор исторических наук Евгений Игнатьевич Крупнов. Геолог Максимович, за время своего пребывания в Горной Чечне, собравший интересный материал по истории материальной культуры и фольклору чеченцев, сообщил мне зимой 1934 года, что и в Чечне часто указываются башни, якобы построенные ингушскими мастерами. То же самое мне приходилось слышать в 1936 году в чеченских селениях Харачой и Дышне-Ведено. С учетом их традиций, никто не умаляет языковых особенностей, поэтому перемещался галгайский язык вместе с ними, да, и так далее, и так далее. Не случайно по этой причине там говорят о нахской культуре, нахском языке и так далее, да, потому что субстрат, основание, то есть вот это вот дочернее, что называется, не дочернее даже, а материнская плата, оно будет базироваться именно на Центральном Кавказе, то есть там, где проживали галгаи. Насколько верно утверждение касаемо влияния лингвистических особенностей ингушей на формирование чеченского языка? Ответ на этот вопрос сформулирован во множестве научных материалов. Одно из них – заключение советского лингвиста-кавказоведа Николая Феофановича Яковлева. Языки и народы Кавказа, профессор Николай Яковлев, 1930 год. Область распространения ингушей и ингушской культуры простиралась по всему Нагорью современных Ингушии и Чечни. В указанный период эта культура, можно думать, еще не имела постоянных центров на плоскости. Поэтому до сих пор нагорное население Чечни говорит на наречиях более близких к ингушскому, чем к плоскостному чеченскому языку. Когда же сложились чеченцы как национальность? Со второй половины XVI века начинается миграция ингушских племен из Нагорной полосы на теперешнюю чеченскую плоскость, причем одним из наиболее ранних выходцев на плоскость из всех вайнахов следует считать карабулаков или арштхойцев, полукочевников-скотоводов. Эта эмиграция вытеснила гребенских казаков с места их первоначального поселения по реке Сунжи за Терек. Многочисленные нагорные племена из Нашха, с верховьев Аргуна и Щеверлоя вновь перемешались на плоскости, подпали под влияние соседних плоскостных культур, русской, кабардинской, ногайской, кумыцкой и калмыцкой, и дали в результате новую культурную область с новыми центрами, в которых сформировались новая культура и новый язык – чеченский. Плоскостное чеченское наречие мало-помалу вытесняет старые ингушские говоры в чеченских горах. Таким образом, на основе производственного и экономического превосходства Чечни, в настоящее время чеченский язык и чеченская культура, развивающиеся на чеченской плоскости, обнаруживают тенденцию к расширению за счет ингушского языка. Багаудин Аджаматов. История тюрков и кумыков с древнейших времен. Естественность этого родства подтверждается еще и тем, что чеченский язык, без преувеличения, лексически является самым тюркизированным нетюркским языком. Его лексическая основа довольно удачно адаптировала огромное количество тюркизмов, которые пришли из кумыкского, ногайского и татарского. И это результат культурного обмена, а не целенаправленной ассимиляционной политики. Единство и взаимопроникновение здешних культур – это история длиной в столетия, об этом говорит не только языковое взаимное влияние, но и пестрая топонимика, наличие имен собственных иодатов, происходящих из культуры соседей. Плюс ко всему,
Ингуши редко какую-то извне чуждую культуру примыкали к своей, да, это редко было явление. Зато соседи делали это с большим удовольствием. Собственно, продолжают делать и по сей день. То есть любые культуры, которые рядом находятся, они поглощаются и потом преподносятся с течением времени как своя собственная, там, национальная. При этом это может быть совершенно тюркский компонент, понимаете, или там какой-нибудь другой компонент и так далее. Полиэтничность чеченцев, которая проявилась в процессе своего этногенеза, подтверждается результатами генетических анализов и была отмечена в трудах многих историков-исследователей, включая не только российских и зарубежных, но и чеченских. Из каких наций собраны чеченцы? Следующие отрывки взяты из книги «Чеченская республика и чеченцы. История и современность». Издана в 2006 году. Автор книги сам является чеченцем. Между чеченцами, гребенскими и терскими казаками развивались и расширялись разносторонние экономические, торговые, политические и культурные связи. Иван Попко пишет: казаки держались в своих гребнях благодаря поддержке князей Нижней и Малой Кабарды, землю которых они прикрывали, и приятельским связям с маловоинственными и немусульманскими тогда соседними чеченскими обществами, из которых брали даже себе жен. Великий русский писатель Лев Толстой, много лет живший среди гребенских казаков и хорошо знавший чеченцев, в повести «Казаки» писал: очень давно предки казаков бежали из России и поселились за Тереком между чеченцами. Живя между чеченцами, казаки породнились с ними, усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев. Известны были и случаи, когда в чеченских аулах проживало много русских людей, то есть русские солдаты, казаки и крестьяне сами бежали в горские аулы. Так, в 1843-1845 годах в селении Дарго жили 500 русских, а в Ведено – 300 и так далее. Эти русские женились на чеченках, обзаводились хозяйством. Как правило, к горцам уходили крепостные крестьяне, военнослужащие, выходцы из казаков. Браки между казаками и горянками были нередким явлением. Многие из беглых русских ассимилировались и навсегда оставались жить в Чечне. Царская администрация на Кавказе издавала специальные предписания о возвращении беглых крестьян и солдат. Интересным в этом плане представляется документ XVIII века о том, как в 1750 году в чеченском селении свободно проживал молодой казак по имени Савелий Иванов-Чепчаков. Эту фамилию, по-видимому, он принял, уже живя среди горцев. Бывали случаи, когда молодые чеченцы, полюбив девушку из своего или соседнего аула, но не будучи в состоянии уплатить за нее калым, бежали с любимой в казачью станицу. Сюда же уходили и те, кто не желал принять мусульманство. Взяв другую фамилию, горцы со временем становились русскими по языку и обычаям. В станице Червленной, как пишет профессор Борис Александрович Калоев, до сих пор сохранилось много дворов под фамилией Гулаевых, далекие предки которых вышли из чеченского тайпа Гуной, ныне село Гуни Фыденского района Чеченской Республики. Известный чеченский этнограф XIX века Умалат Лаудаев отмечал: действительно чеченцы уходили тогда к русским. Это подтверждают сами казаки Червленной и других станиц. До сих пор не позабыли они своих праотеческих селений и сами подтверждают, что происходит от чеченцев. Многие чеченцы, давно утратившие национальные черты своих предков, по-прежнему в станицах называются чеченцами. К числу таких в Червленной относятся Егоркины, Байсунгуровы, Титкины, а в станице Гребенской Закаевы, Костиковы. Один из любителей дореволюционной казачьей старины писал: среди терских казаков, в их обычаях, поверьях, даже в наружности проглядывают черты, общие с горцами. Особенно характерны эти черты у казачек. Наряду с лицом великорусской красавицы, круглым и румяным, мы встречаем продолговато-бледное овальное личико с чеченской кровью. Чеченцы-акачане служили у терских воевод, другие чеченцы были у них ратниками. В XVI-XVII веках терские казаки, совместно с горцами, в частности с чеченцами, защищали русские пограничные рубежи от персидских и турецко-крымских вторжений. Из документа 1613 года видно, что чеченцы несли пограничную службу еще в последней четверти XVI века. В 1616 году они писали русскому царю, что их отцы и сами они служили московским царям Ивану Грозному, Федору и Борису. Но их все время притесняли кабардинские феодалы, и они, нехотя им горским князьям и мурзам, служили и под ними в век бытия, покиня свои дома и живот весь помытав, с женами и детьми, и закотские землицы утекли, и живем в Терском городе. Между Чечней и Дагестаном в XVI-XVII веках не существовало резко очерченных границ. С древнейших времен чеченцы жили в тесном единстве с аварцами и кумыками, что естественно привело к смешению пограничного населения. Исследователи отмечают, что в XVIII-XIX веках кумыкские села Эндери, Аксай, Костек, Бата-Юрт и другие имели смешанное население с чеченцами. Чеченцы проживали также в населенных пунктах Дагестана, таких как Арпели и Карабудах-Кент. Кроме совместного проживания с кумыками в их селах,
Чеченцы основывали свои поселения и на Кумыкской равнине, в верховьях рек Акташ, Ерыксу, Ямансу, Аксаю, устье реки Сунжи. Как отмечает исследователь Наталья Волкова, самую восточную грушу их составляли 17 чеченских поселений на Кумыкской плоскости. В плоскостной части Чечни, на правобережье Сунжи, была расположена группа чеченских селений Кашкильды, Курчалой, Наурусау, Нойберды, Айсунгур, Истису со смешанным чеченско-кумыкским населением. На левом берегу Сунжи в 3 километрах от места впадения в Терек было расположено селение Брагуны, в котором совместно проживали кумыки и чеченцы. Чеченский историк Сайпудин Аттаев, кандидат исторических наук, рассказывает подробнее. Наше общество всегда было открытым обществом. У чеченцев существовал институт стубиноваш. То есть мы принимали, не всякого принимали, но принимали представителей других народов, принимали представителей из своей среды, других типов, принимали, и вот этот институт стубиноваш, и после вот этого проведения вот этого обряда, этого ритуала, человек становился даже вне зависимости от национальности представителем этого этноса. В номенклатуре чеченских типов целый перечень названий чеченских типов, которые имеют и национальное происхождение. А человек иной национальности проживал 4 поколения в чеченской среде, то этот человек считался чеченцем. Если проживали 8 поколений, знал имена 7 своих предков, то он считался уязнохчи, то есть благородным чеченцем. Даже у нас в традиции было, считалось, что семья вырождалась, обязательно искали невесту из представителей даже не только мусульманской народности, но и казачьей, христианской. Вот этот обычай был. Вот я вам приведу элементарный пример. Многие, наверное, не знают. Может, кто-то видел мальчика с золотым кольцом уха. Это обычай, это чеченский обычай, который перенят казаками. То есть, если в семье был только один ребенок мужского пола, то для того, чтобы окружающие берегли его, и, может быть, и там какой-то имел и такой нравственный, моральный, такой эпический элемент, но чтобы общество узнало, то есть мальчику правое ухо надевали вот это золотое кольцо. Этот обычай также был перенят казаками. В те времена Толстой приводил примеры того, что чеченцы, казаки между собой перероднились. Что касается ингушей, то в этом аспекте исследователи отмечали моноэтничность и однородность этого народа. О чем следует подтверждение в следующих научных трудах. Ингуши. Антропологический очерк, 1901 год. Судя по преобладающему, среднему типу ингушей, родоначальники их не могли принадлежать ни к одной из соседних народностей. Народы Кавказа, 1914 год. Многие авторы считают ингушей только частью чеченской нации. Однако тщательные исследования, особенно антропологические доктора Пантюхова, показали, что ингуши не принадлежат ни к какой из существующих ныне народностей на Кавказе, и что они составляют самостоятельную народность.